Мы находимся в Исфаре, на севере Таджикистана. Это город, известный не только своими вкуснейшими абрикосами, предприимчивыми бизнесменами и пловом, приготовленным на ароматном масле загир. Исфара значится как один из религиозных и консервативных таджикских городов. Здесь женщины в обязательном порядке покрывают голову платком и одевают закрытую одежду, а мужчины – приверженцы строгих взглядов и традиционных устоев. Уникальна Исфара еще и тем, что вот уже более 10 лет тут функционирует танцевальный ансамбль «Зумрад» под руководством балетмейстера Гафхар Мирджумаевой. На мне национальный традиционный костюм Матчинского района, один из костюмов, в котором девочки танцуют в ансамбле. За моей спиной здание городского дома культуры. Именно здесь, в его стенах, наперекор стереотипам, что танцы и порядочность девушки несовместимы, Гафхар Мирджумаева развивает танцевальное искусство. Но какой ценой? Гафхар Мирджумаева, известная таджикская танцовщица и балетмейстер, приехала в Исфару вместе с мужем, знаменитым кинорежиссером Абдурахимом Кудусовым. Там она, по просьбе городских властей, открыла первый на тот момент в городе ансамбль классического танца, в который вошли 12 девочек из Исфары. Девочки были очень способные, очень красивые, грациозные. Мы работали по 4 часа в неделю 4 раза. За очень короткий срок, в смысле 3-4 месяца, я поставила 3 танца. И первый концерт, который был посвящен Дню Конституции, девочки выступили, прекрасно выступили. И тогда весь зал сказал: давайте назовем ансамбль именем Зумрад. Малима Гаухар тоже драгоценный камень, Зумрад тоже драгоценный камень. Состав ансамбля периодически менялся. Девочки выходили замуж, кто-то уезжал. Среди участниц были и русские, и узбечки, и кыргызские. Ансамбль не раз побеждал и становился лауреатом различных конкурсов. Удивительно, но в консервативной Исфаре Гафхар Мирджумаевой удавалось ломать стереотипы в отношении танцев. Да, было нелегко. Понадобилось много времени, чтобы заполучить доверие родителей и дать понять, насколько важно для девочек, помимо их будущего замужества, личное развитие и общение. После 9-10, уже в 10 классе идет обряд обручения. Та сторона, которая приходит за невестой, они ставят условия, чтобы девочка не танцевала. Если родители девочки могут убедить, что это не зазорная работа, это для того, чтобы она развивалась, чтобы она общалась, что в будущем она будет учиться, она может поехать в другие города. Ей нужно общение, ей нужно знать, о чем говорить, как себя вести. Тогда, если смогут 2 родителя договориться, то девочка остается в ансамбле. Если та сторона категорична, то девочка уходит. Сегодня в ансамбле «Зумрад» осталось 8 девочек. Некоторые из них уже замужние и даже многодетные мамы. И то, что они продолжают танцевать, также заслуга Гафхар. Перед замужеством я сама просила девочек: познакомьте меня с женихом. Приходили ребята, я с ним беседовала. Я ему объясняла, что я вышла замуж, когда мне было 18 лет. Я с мужем прожила 56 лет. Дело в том, что
Замужество возлагает большую ответственность на девочку. Если ты сможешь дом держать в чистоте, уважительно относиться к родителям, родственникам мужа, не угождать, а быть добрым и честным, порядочной, никогда ты не будешь не угнетенной, не униженной, а будешь всегда востребованной, любимой и родственников, и родителей мужа, и самого мужа. Вся жизнь Гавхар Мирджумаевой – ярчайший калейдоскоп событий. Обладая природной грацией и пластикой, она уже в школе раскрыла свой талант, исполнив на городском смотре индийский танец под игру гармониста. А буквально случайно на базаре ее заметил директор тогда еще театра имени Пушкина в Худжанде, привел ее за руку в театр и сказал, что ее место тут, на сцене. Папа вернулся с работы, и мама ему все это рассказала. Я, как могла, ему объяснила. Он сказал: ты должна учиться. Я тебя вижу прокурором. Хочу, чтобы ты прокурором стала, а не танцовщицей. Но жизнь распорядилась иначе. Хрупкой и грациозной Гавхар суждено было блистать на сцене и покорять танцевальный Олимп. Она успешно совмещала и школу, и работу в театре. В 1960 году Гавхар знакомится со своим будущим мужем Абдурахимом Кудусовым. Их свадьба стала первой комсомольской свадьбой в области, где тамадой выступил известный писатель Рахим Джалил. В 1961 году, находясь в положении, Гавхар принимала участие на крупном фестивале в Иране, где ее будущему ребенку выбрал имя бывший иранский шах Мухаммед Реза Пехлеви. Его жена, Фараш Пехлеви, в то время недавно, оказывается, сына родила. И падишах Ирана при всех сказал: если Гавхар Ханум, они так называют, Гухар Ханум, родит мальчика, пусть назовут его Джавад. Это значит великодушный, добрый. Если девочка родит, то Шахноза. Вот я родила мальчика, назвали мы его Джавад. В 25 лет Гавхар была удостоена звания заслуженной артистки Таджикистана, объездила разные страны и лично была знакома со многими известными личностями. И даже в тяжелые времена перестройки ей удавалось вывозить свои коллективы на международные фестивали, где таджикские танцовщицы становились предметом гордости, занимая призовые места. После смерти любимого мужа Гавхар Мирджумаева по его просьбе осталась в Исфаре и продолжила обучать местных девочек танцам. Несмотря на свой почтенный возраст, а Гавхар Мирджумаевой в ноябре исполнится 80, она продолжает свою деятельность, через танцы рассказывая о творческой и талантливой таджикской молодежи и ставшей уже родной Исфаре.